Слово для выступления предоставляется представителю правительства Исаналиеву Максату Гульчаровичу. Спасибо. Уважаемый председатель, уважаемые судьи, уважаемые участники заседания, поскольку решением правительства Министерства юстиции дано право проводить правовой анализ, и по данному делу позвольте представить позицию. Пожалуйста. В соответствии со статьей 60 Конституции Кыргызской Республики, коллеги отметили, уже президент является главой государства, президент олицетворяет единство народа и государственной власти. Статьей 3 Конституции Кыргызской Республики определено, что государственная власть в Кыргызской Республике основывается в том числе на принципе верховенства народа, представляемой и обеспечиваемой всенародно избираемыми Жогорку Кенешем и президентом. Согласно статье 62 Конституции Кыргызской Республики, президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики, не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет. Вместе с тем, согласно статье 1 Закона о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, президент Кыргызской Республики является главой государства, высшим должностным лицом Кыргызской Республики, символом единства народа и государственной власти, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, учитывая, что народ Кыргызстана, избирая гражданина Кыргызской Республики президентом Кыргызской Республики, осуществляет свою власть посредством избранного лица, а также принимая во внимание, что президенту Кыргызской Республики законодательно придан особый статус, занимаемой высшей политической и государственной должности, считаем, что доводы обращающихся сторон, что президент не может обладать честью и достоинством, деловой репутацией, необоснованным. Почему? Президент, как я уже выше отметил, олицетворяя единство народа и государственной власти, любое посягательство на честь и достоинство и деловую репутацию высшего должностного лица, это может влиять и на имидж нашей страны. Я приведу пример, да? Допустим, вот в части деловой репутации, да? Главу государства, вот средства массовой информации, вот обвиняют, к примеру, о коррумпированности. Есть международные институты, как, например, вот Transparent International, да, которые вот ежегодно вот дают оценку, и одной из методик оценок является сбор информации из средств массовой информации. Соответственно, конечно, вот позиция государства, да, вот, может определенно снижаться. То есть это тоже может влиять на имидж государства. Поэтому мы считаем, что для президента, как политической фигуры, законодатель установил особый порядок, способ защиты его чести и достоинства и деловой репутации.
Согласно статье 104 Конституции Кыргызской Республики, прокуратура составляет единую систему, на которую возлагается в том числе представительство интересов гражданина и государства в суде в случаях, определенным законом. Обращающая сторона говорит, что отсутствуют буквальные нормы, где имеется исчерпывающий перечень полномочий, где отсутствует именно генеральный прокурор должен представлять интересы президента в случае, когда имеется посягательство на честь и достоинство. Но следует отметить, что гражданин, позицию президента, должность президента занимает гражданин. Соответственно, статья 104 Конституции именно говорит, что в том числе представительство интересов гражданина и государства в суде. Статьей 48 Гражданского процессуального кодекса предусмотрено, что прокурор вступает в процесс в случаях, указанных в законе. Частью 6 этой же статьи Гражданского процессуального кодекса полномочия прокурора подтверждаются документом, удостоверяющим его служебное положение. В связи с чем следует, что именно статья 4 закона о гарантиях деятельности от президента Кыргызской Республики наделяет генерального прокурора полномочиями представлять интересы президента Кыргызской Республики и пользоваться всеми правами, в том числе на передачу своих полномочий другим лицам, и его полномочия на ведение дела в суде не требуют специального удостоверения, то есть доверенности. Генеральный прокурор без доверенности вправе передать прокурору свои полномочия по защите чести и достоинства президента. В частности, следует отметить, что данный закон является подтверждающим документом, удостоверяющим его служебное положение. Также другим из документов, которые подтверждают его служебное положение, это является закон о прокуратуре Кыргызской Республики. Вместе с тем, представление его интересов о защите чести и достоинства в суде генеральным прокурором или иным прокурором не является чрезмерной или необоснованной мерой защиты, поскольку генеральный прокурор или иной прокурор в соответствии со статьей 36 Гражданского процессуального кодекса входит в состав лиц, участвующих в деле. Согласно статье 37 указанного кодекса, прокурор как лицо, участвующее в деле, обладает теми же правами и обязанностями, что другие лица, участвующие в деле. И лишь суд, осуществляя правосудие, устанавливает, имело ли место быть распространение порочащих честь и достоинства президента Кыргызской Республики. И лишь суд может определить привилегированность прокурора при рассмотрении данного дела. Поскольку действует принцип состязательности. В соответствии с частью 2 статьи 96 Конституции Кыргызской Республики, Пленум Верховного Суда Кыргызской Республики, Пленумом Верховного Суда принято постановление от 13 февраля 2015 года о судебной практике по разрешению споров и защите чести и достоинства деловой репутации, в котором отмечается, что публичные лица открыты для освещения своих слов и поступков в соответствии с нормами национального законодательства. За критику политической деятельности являющихся публичными лицами к СМИ не должны применяться более суровые меры наказания. При этом основные аргументы сводятся к международным актам, которые предусмотрены, в частности, что должностные лица не должны пользоваться большей защитой репутации, чем обычные лица. Политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии,
критики СМИ, гарантированное расширение свободы выражения мнений, а также независимости средств массовой информации и плюрализма, принятие правовых норм, которые эффективно гарантируют свободы прессы и защищают СМИ от политического давления. Право на беспрепятственное выражение мнений при проведении дискуссий с участием политических и государственных деятелей. Кыргызская республика, придерживаясь принципа демократии, осознавая ценность прав и свобод человека и гражданина в данном случае, принимая новую редакцию Конституции путем референдума 27 июня 2010 года, исключила из положения основного закона уголовное преследование за свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Также все имеющиеся статьи в уголовном законодательстве касательно выражения своего мнения, свободы и печати декриминализированы. Таким образом, в системе законодательства Кыргызской Республики на данный момент отсутствует вид уголовного законодательства за свободу слова и печати. И рассматривать действия прокурора как опирающиеся система преследования субъектов информационных отношений за критические высказывания о главе государства также является необоснованной. На основании вышеизложенного считаем, что статья 4 Закона Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики не противоречит части 3 статьи 5, частям 2 и 3 статьи 16, частям 2 и 3 20, части 2 статьи 31, статья 60, части 3 статьи 99 и статьи 104 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо. Спасибо. Обращающая сторона, вопросы есть? Нет вопросов. Нет. Представитель Джор Кингеш? Нет вопросов. Коллеги, есть вопросы? Нет. Спасибо.